Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре пятница, 22 декабря. Глава Чувашии Олег Николаев сегодня проведет предновогоднюю прямую линию. В режиме реального времени он ответит на вопросы жителей республики. Задать их можно будет по телефону или оставить фото, аудиокомментарии в личном телеграм-канале главы Чувашии, на его странице ВКонтакте и в сообществе «Чувашская республика». Трансляция прямой линии, которая будет проходить на канале «Россия-24», начнется в 17 часов 30 минут. Подвести итоги года, обсудить актуальные проблемы и планы развития Чувашии. Успейте задать свой вопрос. Звонки будут принимать по телефону 8 835 256 5100. Помочь агротуризму, овощеводству и кооперативам. Советники при Минсельхозе Чувашии инициировали новые меры господдержки. Обсуждение идей началось с фермерского движения. Советники поддержали внедрение направления овощеводства в следующий поток школы фермера. Также оно внесено в перечень гранта «Перспектива». Наряду с производителями овощей господдержку получат хозяйства, которые будут развивать агротуризм. И в первую очередь те, у кого уже есть чем удивить гостей. Для сельхозпотребкооперативов участники заседания посоветовали увеличить размер грантов. Сейчас хозяйства могут получить до 40 миллионов рублей поддержки. 60% из бюджета – 40 собственные средства. Для решения кадровых вопросов предложили усилить взаимодействие аграриев и студентов по программам прохождения практики с государственной поддержкой. Отмечу, всего высказано больше 10 инициатив для улучшения работы ведомства в следующем году. Доступная медицинская помощь в комфортных условиях. В деревне Красномайск Батаревского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Открытие нового ФАПа стало настоящим праздником для всей деревни. Теперь здесь будут получать первичную медико-санитарную помощь более 350 жителей. Новый фельдшерский пункт построен в рамках программы модернизации здравоохранения. До этого пациентов принимали в ветхом доме. Сейчас же в комплексно оснащенном одноэтажном здании. Добавлю, в Батаревском муниципальном округе после капитального ремонта также открылось инфекционное отделение при ЦРБ. Здесь заменили фасад здания, крышу, все входные и межкомнатные двери, системы коммуникации и сантехнику. Сегодня Чебоксарская детская музыкальная школа имени Воробьева торжественно отметит свое 60-летие. Свою музыкальную летопись она ведет с 1963 года. Расположена на тихой и уютной улице Ивана Франко. В апреле 1987 года учреждению было присвоено имя основоположника чувашской музыки композитора Василия Петровича Воробьева. Девиз школы – «Музыка и творчество без границ». Здесь обучаются более 350 человек. И это не только дети, но и студенты, рабочая молодежь и люди зрелого возраста. Один из последних ярких проектов, созданных силами педагогов и воспитанников, скрипичный фестиваль «Акцент на детство». Таковы вести к этому часу. Желаю вам успешного завершения рабочей недели и отличных выходных. Оставайтесь на телеканале «Россия».